то время как коммунистическое правительство Китая постепенно ускоряет массовый культурный геноцид уйгуров, секретарь парткома Уйгурского автономного района Ма Сингруй назвал деятелей литературы и искусства символом великого возрождения китайской нации. Ма Сингруй призвал внести вклад в написание истории Синьцзяна. Согласно сообщению китайской сети Синьхуа, 30 января Ма Сингруй был избран 13-м председателем политического совета Уйгурского автономного района в январе. Он участвовал в обсуждении совместной группы Комитета по литературе, искусству и СМИ и издательскому делу. Действительно, интенсивные политические призывы китайских властей в отношении уйгурской литературы и искусства в последнее время, несомненно, привлекают внимание экспертов в области уйгурской культуры и литературы за рубежом. Уйгурский интеллектуал и поэт Азиз Исаил Кун, живущий в Лондоне, подчеркнул, что в последние годы китайское правительство все больше расширяет так называемую кампанию осознания китайской нации в литературе и искусстве уйгурского региона. Исаил Кун также сказал, что призыв Ма Сингруй был признаком того, что китайское правительство продолжит уничтожение национальной культуры в уйгурском регионе, уничтожит уйгурскую литературу и искусство и усилит китаизацию. Уйгурская интеллектуальная поэтесса Рахиля Камаль, вице-президент Всемирной ассоциации уйгурских писателей, сказала, что хотя уйгурская литература и искусство в настоящее время остаются в тени в результате массового культурного геноцида, совершенного китайским правительством против уйгуров, это самобытная культура, которая не теряет своей жизнеспособности на протяжении тысячелетий, однажды возродится. Рахиля Камаль подчеркнула свою веру в то, что искра уйгурского национального духа и национальной мысли не угаснет и что плоды уйгурского художественного творчества скоро расцветут. Согласно исследованиям НИПС, компания Microsoft удаляет из сети интернет информацию о преследуемых в Китае уйгурских турок. Результаты поисковой системы Bing технологического гиганта показывают, как ее китайские пользователи получают результаты, отличные от результатов американских пользователей. И в самом вопиющем примере радостные уйгуры улыбаются и танцуют на видео Bing в выдаче поиска по слову «уйгур» при въезде в Китай. Это является частью масштабных пропагандистских усилий, направленных на то, чтобы убедить весь мир в том, что уйгуры живут идиллической жизнью под властью Китая. Результаты поиска по слову «уйгуры» в США включают ссылки на новостные сообщения, в которых упоминаются угнетения и страдания, а также изображение уйгуров в масках небесно-голубого цвета флага этнической группы в знак протеста против правительства Китая. Посольство Китая в Турции опубликовало заявление о трагедии в Кюльдже 5 февраля, в котором отрицало бесчеловечную расправу, совершенную им 27 лет назад, и пыталось очернить акции, посвященные этой трагедии. В 27-ю годовщину трагедии в Кюльдже жители Восточного Туркестана, проживающие в разных странах мира, организовали различные демонстрации и мероприятия. В заявлении посольства Китая в Турции говорится, что сепаратистские силы, направленные против Китая, необоснованно искажают избиения, а также умышленные и непредумышленные убийства в Кюльдже. В отчете, опубликованном во вторник 2 голландскими спецслужбами, говорится, что китайские хакеры, спонсируемые государством, проникли во внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Нидерландов в прошлом году. Агентство Голландской службы военной разведки и безопасности и служба общей разведки и безопасности заявили, что хакеры разработали сложное вредоносное ПО, которое скрывает их деятельность в сети министерства, сообщает Reuters. Российская энергетическая компания «Газпром» сообщила, что поставки природного газа в Китай по трубопроводу пробили рекорд суточного объема в этом году в 6-й раз. В письменном заявлении российской энергетической компании «Газпром» говорится, что ежедневный объем поставок по трубопроводу «Сила» в Сибири по-прежнему превышает контрактные обязательства. В заявлении не разглашается информация о количестве природного газа, поставляемого по трубопроводу «Сила» в Сибири. В 2023 году «Газпром» поставил в Китай 22 миллиарда 700 миллионов кубометров газа. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил: в Газе так много невинных людей, которые умирают от голода, это должно прекратиться. Джо Байден, который назвал египетского президента президентом Мексики, заявил: президент Мексики сначала не хотел открывать дверь для прохода гуманитарной помощи, я убедил его, и я убедил Биби Нетаньяху открыть ее с израильской стороны.